В Казани появился новый способ мошенничества. Обмануты уже несколько человек. Они полностью лишились денег с банковских карт. Жертвами аферистов становятся люди для передвижения, ищущие попутчиков на популярном сервисе. О новой схеме обмана и как не попасть на удочку аферистов расскажет Нафиса Минязова. Это мой адрес в городе Уфе. Вот, да? Это то, что он ввел, да? То есть все, по сути, выглядит очень хорошо сделано. Очень хорошо, да, молодцы. Признаваясь, что попалась на схему мошенников, 29-летняя жительница Казани рассказала, хотела уехать из Уфы в Казань. На сервисе поиска попутчиков нашла водителя, а за поездку он просил 930 рублей. Забронировав место, связалась с мужчиной. Тот предложил продолжить общение в другом мессенджере и попросил заранее перевести ему деньги. Отправил ссылку, очень похожую на сервис поиска попутчиков, и пообещал, что предоставит женщине все чеки. Убедившись, что все честно, она перешла по ссылке. Там ввела данные карты, вбила сумму, но платеж якобы не прошел. Так 2 раза. Перехожу, опять оплачиваю, опять не проходит, говорю водителю о том, что не прошла оплата, давайте все-таки налом. Он говорит, хорошо, тогда я за вами заеду в 2:30 ночи. Когда поняла, что с карты у нее списали 1860 рублей, написала водителю. Он обещал вернуть деньги при встрече, но в условленное время за женщиной никто не приехал. Тут она и поняла, что стала жертвой обмана. Сайт, на который прислал ссылку аферист, был копией настоящего сервиса и имел похожий адрес. А чуть позже узнала, что ее банковская карта совершенно пуста. До этого на счету было 9500 рублей. Новогодняя премия. На них она и планировала жить до следующей зарплаты. После этого пострадавшая обратилась в полицию. Обманутых в Казани таким способом уже несколько человек. При выявлении нахождения владельцев в других регионах применяются также меры межведомственного и межрегионального взаимодействия, принимаются меры для раскрытия преступлений. Также хочется отметить, что максимальное наказание за совершение преступлений по статье 159 части 3 Уголовного кодекса Российской Федерации составляет 15 лет лишения свободы. Представители онлайн-сервиса поиска попутчиков на своей площадке ежеэтапно предупреждают людей быть бдительнее. Мы рекомендуем осторожнее относиться к пользователям, которые зарегистрировались недавно и пока не имеют отзывов. Лучше выбирать проверенных попутчиков с хорошим рейтингом. Если водитель просит сделать предоплату поездки или присылает любую ссылку, нужно оставить на него жалобу, и мы заблокируем его аккаунт. Аферисты постоянно придумывают новые способы обмана людей, поэтому на их уловки попадаются люди разных возрастов и разных профессий. И чтобы не попасться, необходимо помнить несколько золотых правил. Это никогда не сообщать данные с оборотной стороны вашей карты и никому не говорить о том, какие цифры вам пришли от банка для подтверждения каких-либо операций. Берегите себя и не попадайтесь на уловки мошенников.